Но, надеюсь, у нас телевизионный сигнал не пропадает. И добрый день, дорогие мои телезрители обоих наших каналов национального телевидения. Я журналист Дмитрий Аргунов, и, как всегда, я провожу такую максимально полезную, я думаю, для наших зрителей, привожу информацию, которая бы послужила особенно тем, которые проживают в частных подворьях. Я на самом деле, очень люблю сам мыть свою машину, и поэтому я очень благодарен своему другу Сергею Александровичу Петрову, руководителем определенного предприятия, которое он является. У нас же есть рекламная политика, типа там любое упоминание предприятия, это как бы реклама. Но на самом деле мы сегодня обойдем, и Дмитрий Лисенев, менеджер компании, одной из лидирующих компаний по продаже электроинструментов, нам сегодня поможет провести тест-драйв на самом деле незаменимых в хозяйстве вещей. Это устройство высокого давления или, попросту говоря, автомойки. Дмитрий, подходите поближе. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо огромное, что согласились в таких экспресс-условиях предоставить аппараты для того, чтобы сравнить, что же пойдет на самом деле человеку, который проживает в частном доме. У нас сегодня на тесте заявлены 3 аппарата. Давайте, вот представьте, какие аппараты. Керхер К7 Компакт, автомойка Вертон и аппарат К2. Самая домашняя автомойка из тех, что вообще можно представить. Самая простая для подключения. И самое доступное по цене. Ну, не секрет, что К7 стоит в районе 20, скажем так, с копейками, да? В районе 25 тысяч. Аналог, наверное, это большие такие, типа Bosch, Makita и так далее. Но Керхер — это признанный лидер. Мы не захотели пойти в другие компании, потому что, еще раз говорю, давно и плотно сотрудничаем именно с вами. Ну, смотрим. Значит, заявленный аппарат на 160 бар. Давайте сделаем раскомплектовку. Давайте понизим, попробуем вот промыть колесные арки вот этой вот моей дорожайшей машины, да? На самом деле единственное мое имущество, которое у меня есть. Вот. А арки в таком вот состоянии. Вообще не секрет, что у нас город очень пыльный, и особенно тем людям, которые в частном секторе проживают, с их гравийными и того хуже там грунтовыми дорогами, мойка на самом деле необходима чуть ли не каждый день. Знаю людей, которые ведро, тряпка и так далее, это конечно, уважуха. Но зачем 21 век, когда есть мойки высокого давления, брать в руки тряпку и промывать вот эту вот вещь? Так, Дмитрий, еще вопрос. Достаточно подачи воды из обычного садового шланга, да? Да, для всех достаточно аппаратов. самотека для них. Ага, то есть не требуется никакой погружной насос, или наличие погружного насоса, опущенная емкость, оно повысит производительность? Повысить производительность 100%. Ага. То есть будет уже максимальное давление, которое заявлено в аппарате. Ага. Ну, и мы видим, что здесь самый обычный садовый штуцер, который насаживается у всех, кстати, концевик, который можно пережать и вытащить штуцер. Пережимаем шланг, вытаскиваем и видим, что самый распространенный садовый штуцер, который только можно представить. И мама вот такого вот вида с зажимом присоединяется к К7. Итак, первым на тесте К7, да? И что нужно? Шланг оставили. Ну, давайте пока сходим за шлангом, мы немножко поговорим о приборах. У нас шланг вот между вот этим устройством, сюда подсоединяется шланг и к аппарату. Ну, еще раз говорю, аппараты новые все, поэтому ничего страшного, буквально через минуту Дмитрий вернется, принесет шланг, и мы продолжим тест в таких спартанских условиях. Второй аппарат в нашем обзоре — это, ну как сказать-то, не сказать, что это no-name, но это один из тех драконов, которые прорываются на рынок, получается. Да? Это китайские производители, которые выпускают также оборудование. Кстати, наверное, не стоит бояться слова «Китай» в сборке, потому что, ну, если даже айфоны у нас собираются в Китае, да, на заводах Foxconn,
то вообще китайский производитель это сейчас не ругательно, это сейчас наоборот даже очень даже признак такого хай-тека, что ли. Вертон у нас на паспортная заявленная мощность 140. То есть это максимальная мощность, которую может дать данный аппарат. И третьим на обзоре стоит вот этот вот малыш К2, тоже производитель Керхер, который в паспорте прописано у него 120 бар. Но судя по опыту общения с продукцией компании Керхер, можно смело сказать, что в отличие, допустим, от других производителей, не буду говорить каких там, их же много, Штиль, там, Bosch и так далее, та же Makita, Керхер отвечает паспортным данным. То есть, если написано на нем 120 бар, значит, оно будет выдавать 120 бар. Замечательно. Вот и наш шланг. Вот наш шланг. Товарищ Лисенев, подготовьте мне, пожалуйста, агрегат к работе. Я прямо на глазах у изумленной публики произведу чистку своей автомашины. Так, у нас еще устройство отличается по типу фрезы, также, да? Да, две насадки в комплекте идет. Обычная и фреза, то есть грязевая насадка, как раз для арок в автомобиле. Так, будем фрезой работать или достаточно этого? Достаточно этого, потому что, ну, производительность у К7 самая получается большая. Так, я отложу микрофончик. И в ваш микрофончик начну с передней левой арочкой вот там вот. Ну, Андрей, наверное, объективности ради покажем, в каком состоянии арочка, да? Вот получилось. Особенно задним, где брызговики. Здесь вот, да. Это 25 на 40. Все замечательно. И, 40 на 40. Ну, начинаем. Все. Ему воды не хватает, что ли? Вода там не перекрытая. Наверное, все, в принципе. Я думаю, очень наглядно показывает, что даже с насадкой для ЛКП К7 показывает, ну, отличный производитель. Отлично. Отличная производительность. Кстати, еще одна сфера применения этих... Что им еще можно считать, кроме машин? Начиная от фасада здания до ковровых покрытий в частном доме спокойно. Вольеры, плитку, вольеры животных. Все можно. Тротуарную плитку. Ну, то есть, если у вас, скажем так, отсутствует или неохота, или мелких брызг охота, ну, добро пожаловать. Покупать прибор высокого давления, аппарат высокого давления, и марш вперед очищать ваши поверхности от любых загрязнений. Ну что, К7 тест на ура. Может, попробуем справедливости ради фрезу? Конечно. Давайте, справедливости ради фрезой. Если у нас тест-драйв, то по максимуму. По максимуму, да. Кстати, дорогие друзья, когда насаживаете фрезу, будьте осторожны, просто пальцем может немножко порезать. Очень больно. Очень больно, да. Алло, прием. Вот,
вот остатки вот этой штуки, видите, что осталось, да? Фрезу еще опасно по ЛКП. Дорогие друзья, не забывайте, что фрезой опасно по ЛКП работать. Какие прецеденты были, ну, когда люди по незнанию фрезу применяли на ЛКП? В отзывах пишут, что до грунтовки пробивает. До да? грунтовки пробивать. Особенно если даже у вас, как у нас бывает часто, машины уже с завода несколько раз перекрашены. Вот он эту незаводскую краску снимает полностью. На ура. Принцип работы фрезы в чем? Там крутящаяся какая-то головка, да? Да, там подшипник, и при давлении он вращается, создавая еще более максимальное давление. Все отлично. Дмитрий, давайте мы переходим к Вертону. Вертон у вас давно продается, да? Да, достаточно давно. Переключаем штуцер. Питание от Вертона. Отмотаем вот это, да? Комфортно было. Эх, не обзорщики ютубовские, так что приготовили бы все, сняли бы все завитки эти и так далее. Итак, вторым на тесте у нас и на, получается, левом заднем колесе степень загрязнения, которую Андрей сейчас покажет. Мойка. У него, кстати, фильтр уже встроенный, да? В комплекте есть маленький фильтр финишный. Ага. А на кюрхерах желательно вот эту колбочку вставлять? Обязательно. Не желательно, а обязательно, так как вода у нас, как правило, не всегда чистая. Тем более, если это садовая если это вода. дождевая вода. То, Да, ну, дождевая равно, она еще, она мягкая же, как Она говорят, мягкая, да. Но степень, скажем так, чистоты нашей воды, которая в ваших же емкостях накапливается и так далее, я однажды чистил емкость руками. Незабываемые ощущения были, на самом деле. Ладно, поехали, следующую арку. Ну, режиссер, наверное, ругается. По ощущениям он сопоставим, по идее, с Кюрхером, да? Ну, в смысле, я же вижу, насколько отлетают ошметки вот эти, да? И интересна очень регулировка сопла, то есть конус, вернее, веер регулируется от Обычная струйная. обычной струи до веера, да? И есть положение, когда фиксированная струя, вот этот регулятор оранжевый, да? Да. Вот этот регулятор оранжевый с фиксированной струей и для регулировки вот этим вот, вот этой вот насадочкой. Ну, в целом, плохо, что нет у него манометра встроенного, да? В принципе, мы бы измерили, какую заявленную мощность выдал Вертон. И если вот здесь вот повернуть, да, поставьте пока фрезу. Если вот здесь вот повернуть, здесь есть емкость для химикатов. То есть все мойки высокого давления рассчитаны на работу с химией. Конечно. Ага. У К7 тоже есть, получается, да? Да, у него на пистолете поворачиваете положение самое слабое давление. И вот этот шланг с фильтром отпускаете в емкость. Емкость химии. С химией, да. Ага, и оно само всасывается. Сама будет всасывать, да, и покрывать вас красным покрытием. А такого пеногенерации, я так понимаю, есть в считанных моделях только. То есть вот образование пены как таковой, да? Да.
на топовых. Так оно продается отдельно. То есть как насадка, так же как фреза или струйная, также одевается на пистолет и покрывает машину вот прям как на профессиональных автомойках полностью пеной. Хорошо. Ну, еще раз видим, у Вертона вот здесь вот есть такая вот штучка. И все, переходим к малышу, к К2. Как справится К2 по сравнению со старшими более собратьями. А у нас дотянется этот... Так, Дмитрий, поможете, да? Просто... Так, мы насаживаем здесь уже фрезу, мы же работали на К7 фрезой, да? Получается, так как у него самые скромные характеристики у К2, давайте, чтобы экономии времени ради, поработаем сразу фрезой. Ага, и мы переходим, вот, наверное, на то колесо перейдем, на правое. А у нас шланга хватит? Отлично. Чуть-чуть еще. Вот так. Вот, все, достаточно. Я положу микрофон и поработаю теперь К2. Другие товарищи, давайте вот покажем кадры, результат работы, значит, малыша. Вот это вот, вы не путайте это антишумное покрытие с грязью, да? Но смотрим по чистоте, вот получается брызговика. Вот здесь практически никаких следов и не осталось. То есть К2, еще раз говорим, несмотря на свои... Вот здесь вот осталось, но это, наверное, все-таки... зависит от мастерства, с каким оператор аппарата высокого давления работает. Да? Диски на ура. Переходим вот к колесико, которое мы мыли, не колесико, а арочка, мыли Вертоном. Да? Ну, в принципе, большие насаждения грязи тоже, ну, с легкими, скажем так, осадками, но нормально тоже справилась. Это был аппарат на 140. И на 160 К7 мы мыли вот это вот колесико. Мыли вот это колесико. И здесь, ну, просто колесо было, видимо, загрязнено очень-очень сильно. Но отбивало вот здесь вот по ощущениям гораздо лучше на 160 бар. В сухом остатке у нас получается какое? Давайте включим просто житейскую математику. Да? Мы или покупаем К7 за 20 с копейками. Китайец у нас стоит в районе 10 с чем-то, да? Да. 10 с чем-то стоит. И, внимание, цена вот на этого малыша, на К2, да, она ниже всех. И ну, в районе 8 тысяч можно приобрести вот, данный аппарат. Что у нас получается в сухом остатке, Дмитрий? Забудьте о том, что вы продавец. Как хозяин, что бы вы выбрали? Я бы выбирал производительный. Вот этот, потому что машина у меня небольшая. Есть у родителей частный дом, там, где как раз можно мыть и вольеры, и то есть будет универсальный. Если бы у меня была там хорошая, дорогая машина, я бы, конечно, брал К7. К7. Ну, а Керхер остается Керхером, и он как бы
вне конкуренции получается в любом случае. Они уже зарекомендовали себя как автомойки, очень качественные. И поэтому мой выбор всегда только Керхер. Керхер. Но не забываем, что и другие производители, и Штиль, и Bosch, и Makita, и присной памяти даже, по-моему, Метаба выпускает аппараты высокого давления. То есть на вкус и цвет фломастеров, как говорится, нет. Но желтый цвет остается желтым цветом по всему миру. И пусть это не прозвучит, но у нас же город Тойот. У нас же город Тойот, да? То есть купить или продать легко вы можете только Тойоту. И если мы говорим автомойка или там аппарат высокого давления, мы признаем только Керхер. Ну, сознание у нас такое, да, получается. И отличие в цене чуть ли не в 3 раза получается, да? В 3 раза между К2 и К7. Ну, я думаю, это весомый очень аргумент для того, чтобы выбрать. Кстати, мы не показали вот соплы, где К2 тоже забирает химию, получается, да? Да, вот здесь, сзади. Ага, вот соплышко такое, трубочка прозрачная, которой химия тоже забирается. Здесь она, вот она. Тут в обоих аппаратах требуется фильтр очистки дополнительный, получается. Да. Ага. Ну, что сказать? Вот было задание такое, сопоставь типа мойки. Я еще раз, надо же еще посмотреть отзывы в интернетах и так далее. К слову, помпы у них из какого материала сделаны? Латунь. Латунные. Да. Латунные. То есть при нужном уходе, при нужной должной эксплуатации фактически вечные машинки, которые вам десяток лет безотказно работают, в принципе, точно предложат. И не забываем, что Керхер предлагает не только мойки. Керхер же это еще и пылесосы, это парогенераторы. Садовые насосы. Это весь спектр оборудования, который, еще раз говорю, в частном доме, must have, обязательно должно быть. И по эргономике, что мне показалось удобнее, да, все-таки вот фреза здесь, насадка вот эта, она немножко толще, да? Да, конечно. И показалось чуть-чуть удобнее на К7, держать просто так. И ощущаешь себя, знаете, вот на мойках самообслуживания или что-то типа такого. А у китайца она, такая очень легкая насадка, поэтому, как бы сказать, некое ощущение такой легковесности. Но это на самом деле эргономика повышенная. То есть попробуй-ка подержать здоровенную такую латунную штучку, да, или легкую пластиковую. Это тоже, считай, можно даже сказать плюс. Ну и здесь просто изначально была насажена фреза, поэтому, не знаю, никаких ни плюсов, ни минусов я не выявил. Держишь и держишь. Руку не отягчает. Ничего такого. То есть при продолжительной работе рука не устанет? Рука устанет? Нет, наоборот, не устанет. Не устает? Нет. На самом деле, еще раз говорю, люди, которые привыкли там каждый день намыливать машину и так далее, все равно выберут, еще раз говорю, производителя под желтым цветом. Но рынок остается рынком, и на рынке множество предложений от кучи производителей, которые предлагают аппараты высокого давления. Я еще раз огромная благодарность Дмитрию лично, Сергею Александровичу, за то, что в очень сжатые сроки предоставили аппараты для того, чтобы, по крайней мере, 3 из 4 покрылков я очистил за счет того, что на суд зрителей вынес 3 обзора аппаратов высокого давления или, попросту говоря, автомоек. Химия и прочее, все это докупается отдельно, просто у всех аппаратов есть устройство всасывания химии. У Вертона есть небольшая емкость, куда можно залить вот автохимию, и она сама будет производить вот эту рабочую смесь. Есть еще устройства, которые совсем промышленные, да, на больших мойках там, и так далее, которые сами образуют пену. Но это совсем другой ценовой. А для дома, для сада, для огорода, для вольеров животных, для ковриков мягких и так далее, ради бога, выбор от 7 с чем-то тысяч там, и до победного конца.
Все, спасибо за честный обзор, за смелость, то, что не побоялись вашу продукцию, предоставленную вами, выставить на такой вот тест-драйв. Конечно, выводы будут делать сами зрители. Увидимся завтра. Bum 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 bum